Добрый день, дорогие друзья! Начинается последний, крайний день кинофестиваля. Для нас этот день будет и радостным. Он вообще уже радостный для нас, потому что мы сегодня с Оксаной, когда шли из гостиницы, она сказала: ты знаешь, Филипп, я вот только сейчас акклиматизировалась. А я говорю: так надо же уже вот скоро уезжать. И она говорит: вот теперь не очень хочется, потому что, по всей видимости, также будет сложно перестраиваться на московский режим. Но радостный, да, потому что мы посмотрели очень много фильмов, еще нам много предстоит сегодня посмотреть фильмов. В 17 часов, здравствуйте, в 17 часов мы вас всех приглашаем сюда на церемонию закрытия. Мы узнаем имена победителей. Минуты 3 назад я уже узнал. И мы, когда вели счет ваших голосов, спасибо вам большое, потому что даже вот сколько мы не рассказывали, как надо проголосовать, вы все равно все голосуете по-своему. И это замечательно, мне кажется, потому что фестиваль — дело творческое, и даже с листовками вы обращались творчески. Кто-то их вообще боялся испортить и порвать, и просто опускали. Кто-то, мы видели, что по ходу фильма менял свое мнение, менял свой голос, и оценка была 3, 4, 5. Но мы, поскольку позитивно относимся ко всему, мы считали, что 5 все-таки. Мы не думали, что 5, 4, 3. Вот. Много рисунков, много сердечек, много пожеланий, много просьб. И это здорово, спасибо вам большое. Эти листовки надо бы нам, может быть, самое интересное передать в музейный центр наследия Чукотки, самые яркие, самые интересные, потому что это действительно документ о том, как прекрасно, подтверждающий, что наш фестиваль прекрасно проходит в 3-й раз. Итак, в 17 часов закроем фестиваль, узнаем, кто победил, но вы узнаете. И посмотрим «Последние испытания», картину Алексея Петрухина, Аня Чурина и Олег Токтаров. Они сейчас путешествуют по тундре, поехали на Дионисия и вернутся, как раз отдохнут и представят фильм, и все смогут с ними пообщаться и сфотографироваться. Мы сегодня провели в 10 утра общегородскую зарядку, и это было очень здорово. Активные дети, они загнали Олега в ворота, и он в воротах показывал, как надо делать растяжку, а они все наступали и наступали. Вот, это очень здорово. Итак, мы переходим к просмотру чукотских короткометражных фильмов. Сразу скажу, что наш показ будет разделен на 2 части. Первая часть будет состоять из короткометражных фильмов конкурса «Киновзлет». Мы получили их с разных районов Чукотки. Авторы этих работ представят свои работы. Мы их поприветствуем. Это очень важно для всех. И в первую очередь, конечно, для нас, для зрителей, и для авторов тоже. Потом мы плавно перейдем к кинолаборатории и посмотрим 3 совершенно замечательные документальные работы, которые сделали учащиеся нашей лаборатории. Они все разные. Одна лаборатория работала в колледже, другая работала здесь, в Полярном. Вы увидите, какая разница между авторами. И, в общем, вы получите удовольствие. Итак, мы начинаем. Мы начинаем с картины «Возрождение». Картины моего земляка Вячеслава Вильвана. Он прилетал к нам на работу в кинолаборатории из Коппервейма, из Билибинского района. Очень был горд тому, что участвует в лаборатории, но, к сожалению, ввиду графика и расписания авиарейсов, ему пришлось улететь пару дней назад, и он, конечно, расстроен, но передает вам всем привет и желает вам приятного просмотра. Вторая картина Лидии Болиной. Мы получили ее из Кончелана, называется «Весна
в тундре. Лидия очень много работает с детьми в школе. Мы посмотрели, она отправила нам все, что они снимали с детьми, все короткометражные игровые работы, но мы решили, что именно «Весна в тундре» подходит для нашего конкурса, потому что она такая документальная работа, в которой Лидия любуется весной в тундре. Итак, мы смотрим первые два фильма без представления самих авторов. «Возрождение» Вячеслава Вельвуна 4 минуты и «Весна в тундре» 2 минуты Лидии Болиной. Внимание на экран. Спасибо. Дальше все картины будут представлены не только их авторами, но и съемочными группами. Они разные, в каждой картине от одного до большого количества людей. Что хотел еще добавить, что картины конкурса «Киновзлет» — это картины первые, или там вторые, но одни из первых работ наших начинающих кинематографистов Чукотки. Поэтому вы увидите абсолютно разные фильмы, как и, в общем, в нашей конкурсной программе, в большой, в полнометражной. Разные авторы, разные фильмы, разные жанры, разные виды. И игровое кино, и документальное кино мы сегодня с вами посмотрим. А сейчас я бы хотел представить картину «Капитан Сотников. Шторм». Картину, которую снял Александр Куцкий, участник нашей кинолаборатории. Большая для нас находка и удача, что он участвует в нашем конкурсе, потому что, как вы видите, все в камерах. Александр серьезный документалист, ведет кинохронику нашего фестиваля, совершенно для нас неожиданно и очень приятно. Давайте его поприветствуем, и он скажет пару слов перед просмотром. Надо встать так, чтобы ты попал в кадр своей камеры. Спасибо большое организаторам. Я счастлив принимать участие в этом конкурсе, фестивале. Что я могу сказать? Мне нравится снимать Чукотку и делиться с вами. Кадры «Капитан Сотников» сняты во время путешествия в проведение. Мы снимали, я участвую, еще снимаю, сразу скажу, в съемках уроков чукотского языка. Это большой проект. Вот. Потом мы снимали еще праздник Берингия. То есть целый комплекс, это и путешествие, и работа. И в этих кадрах я стараюсь не комментировать, не навязывать какую-то мысль. То есть вот как идет, я наблюдаю за миром. Вот какой он есть, такой вы его и увидите. Вот там немножко укачивает, так что если... Извините. Спасибо вам, я вас очень рад видеть, я очень волнуюсь. Приятного просмотра. Спасибо большое, Александр. Александр выкладывает свои работы, свои сюжеты на YouTube-канале, и это было очень здорово, когда мы получили одну из от Александра заявку на участие в конкурсе «Киновзлет». Мы спросили, а что, может быть, еще есть какие-то работы? Он сказал, ну, у меня есть YouTube-канал. Просто, может быть, вы зайдете, да, посмотрите. Мы изучили полностью YouTube-канал Александра и выбрали эту картину, потому что нам кажется, что она действительно как идет, так и идет. Александр никаким образом не вмешивается, не комментирует, а это и есть такое, может быть, окно на Чукотку, взгляд на Чукотку, какой нужен людям, которые живут в Москве, в центральной части России. Вот именно так
увидеть безо всяких комментариев. Александр, мы хотим вам вручить диплом участника конкурсной программы «Киновзлет» за вашу картину «Капитан Сотников. Что?» И памятные призы. Все участники конкурса «Киновзлет» получат дипломы и памятные призы. Следующий фильм, который мы с вами увидим... еще, знаете, хотел сказать смешную вещь. Здорово, что в наших WhatsApp-группах, через соцсети вы друг другу советуете приходить на фильмы, обсуждаете их. В наших группах идет обсуждение, вы оставляете свои комментарии по поводу фильмов. И это настолько большая работа и все охватывает, что мне даже моя мама, привет, да, она мне написала: посмотри картину Вячеслава Вельвуна «Возрождение», он из Коппервейма. Все картины мы отсматривали заранее, то есть это не то, что вот я сейчас прихожу и думаю: о, наш земляк. Все картины мы отсмотрели, сформировали эту программу, и сегодня вечером в рамках церемонии награждения, подведения итогов фестиваля, мы наградим победителя конкурса «Киновзлет». Поэтому приходите и смотрите, кто из этой программы победит сегодня. Теперь я хотел бы пригласить и вручить диплом участников картину «Медвежий патруль. Операция Берлога». Авторы и режиссеры Владимир Сертун, Сергей Кавры и Анастасия Веденеева. Владимир Васильевич, Сергей, мы вас приветствуем. Вы можете сказать пару слов перед просмотром, а я вам сразу в вашей команде мы вручаем диплом участников. Спасибо вам большое. И сразу же вручаем эти призы вам и вашей команде. А теперь передаю вам микрофон, и вы можете сказать несколько слов. Здравствуйте, друзья. Спасибо судьбе, что выдала такой шанс побывать на таком замечательном кинофестивале, в особенности и в номинации «Киновзлет». Для меня это совсем новая работа, и хочу сказать, что время летит очень быстро, так как занимаюсь интересной работой. Мне кажется, что она сейчас бежит еще быстрее, потому что есть еще интереснее работа. Показывать эту интересную работу. Спасибо большое Владимиру. Потрясающее видение той работы и желание его показать. Вот. Ну и его команде, Анастасии. Нам теперь хочется делать более широкий по времени формат, раскрыть более подробнее тем, чем занимаюсь я и Володя. Я думаю, что нет сейчас рядом с нами как раз главного человека. Я думаю, что в большей степени человека, который мог бы назвать себя автором этой картины, нежели мы. Мы скорее с Сергеем выступали в роли операторов, потому что я снимал целевое назначение этих съемок – это отчет перед Всемирным фондом дикой природы о нашей работе в ходе «Медвежьего патруля» и операции «Берлога». И, собственно говоря, это и связало нас с Анастасией, потому что материалы, проходящие, информационные, вернее, блоки, которые проходили, или информация, проходящая на телевидении, она касалась в большей степени этого, и нас устраивало вполне, что она ее монтировала, этот материал, в общем, обрабатывала. И так оказалось, что весь у нее имеющийся материал, когда речь зашла о участии в конкурсе, ну, в общем, на откуп ей отдали. И она монтировала, и это ее видение, и это, в общем, это репортаж. Я думаю, что вполне нашу работу с Сергеем и вот с нашим третьим членом нашей команды, о котором я как-то помышлял давно, когда работал с Сергеем в Анкареме, и видя короткометражку, ну, в том виде, в каком хотелось ее показать, даже замысел был не только короткометражного фильма,
Но, в общем, обрели мы в команду человека удивительного совершенно. Но, как я говорю, что это скорее опережая события, я еще назову его. Когда будем представлять второй фильм, рожденный нами в ходе киновзлета, в ходе кинолаборатории. Спасибо вам за то, что вы приходите, так ревностно смотрите. Ну и мы немножко переживаем, конечно, как вы воспримете этот фильм. Но думаю, что второй будет абсолютно разительно отличаться от этого. И это тоже, наверное, хорошо. Это разное видение, по сути, одного и того же материала. Спасибо. Есть такая профессия – за медведями наблюдать. Хотя иногда это скорее образ жизни. Сергей Кавра больше 10 лет изучает повадки умок в окрестностях своего родного заполярного села Ванкары. Спасибо большое, Сергей, Владимир. Спасибо, Анастасия. Она с нами. И дальше мы переходим к картине, которую представит ее автор. Она игровая. Сейчас у нас будет 3 подряд игровые короткометражные ленты. Я приглашаю сюда не на эту сцену, а к этой сцене Никиту Березнякова. Давайте поприветствуем. И его команду. А представят они нам фильм «Амулет Келли». Никита, здравствуй. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Снимать кино — это, очень сложно. Особенно игровое, потому что нужно работать и с актерами, нужно работать с техникой, выставлять свет, продумывать сценарий. На этапе подготовки было написано варианта 4, наверное, разных, но даже больше, наверное. Но в процессе подготовки, взглянув на наши возможности, кое-что пришлось убрать, что-то добавить. Ну, в общем, получилось, что получилось. В принципе, результатом мы довольны, потому что мы смогли. Главное, мы довели дело до конца. Вот. Ну и передаю слово команде креативной группе .G. Вот Анастасия Матросова исполнила главную роль в фильме. Всем здравствуйте. Немного поделюсь впечатлением от фильма. Снимали мы его примерно 2 дня, да, до 3 часов ночи. Действительно было очень много всяких разных вариантов. Там то добавлялись актеры, потом по мере они убавлялись. И, в общем, актеров будет немного, сразу говорю. За актерские качества и таланты прошу строго не судить. Был такой момент, да, когда я такая говорю, я не могу, все, Никит, я не могу, там уже время к 3 часам ночи, я такая говорю, я не могу это сыграть. Он такой говорит, это уже поздно говорить, что ты не можешь, надо было говорить в самом начале. В общем, я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Это такая наша первая коллективная работа. Сейчас надо будет настроиться на такой немного ужасающий лад. Не буду раскрывать всех подробностей. Ну и еще один наш актер Станислав Нагаткин. Тоже пускай поделится своим впечатлением от фильма «Можно, Тестов». Спасибо. Вообще тогда сидели, договаривались, что не будем извиняться сейчас вначале, потом. Но вот так говорили, как будто хочешь сказать, извините нас за то, что мы сделали. Да, но все уже сказали, вы все сами видите, там очень много было сценариев, и мы снимали 2 недели официальной версии. Вот. Может быть, хочется, вот что единственное, не знаю, есть ли кто-нибудь сегодня представитель из музея, потому что очень хочется сказать большое спасибо за те сапоги замечательные. Но вы увидите это, вот, за амулет, да, конечно, но в первую очередь за сапоги, и потому что... ДК? Давайте это смотреть фильм, можно, да, уже? Да, спасибо Дому культуры за сапоги, эти замечательно, они вытянули весь фильм, я считаю. И у нас вообще-то был еще один актер, мохнатый, но его не пропустили просто тут охрана, собака наша, вот, он тянул весь фильм. Вот, ну, собственно, все. Единственное, можно, давайте сделаем селфи, да, на память, и, может, будем смотреть фильм. Можно, да? Тогда предложение. Мы вручаем вам диплом участников киновзлета и дарим подарок.
Я думаю, что селфи лучше просто с дипломом, но по опыту. Да, давайте. Видно? Да, что это? Это, в общем, амулет. Ну, сказали, что, короче, от болезни. Как теперь уснуть? Спасибо, Никита. Сразу и не скажешь, что вот это твое кино. Вот, ну, ты такой позитивный парень. Спасибо. Итак, мы переходим к следующей игровой картине. И для того, чтобы вручить диплом участника конкурсной программы «Киновзлет» и чтобы автор представил, я приглашаю режиссера фильма «Домашка» Игоря Баданова. Давайте его поприветствуем и членов его команды. На самом деле все очень просто. Это наша дочь Аня, она занимается в театре, но она пока не доросла до ролей со словами. И мне очень хотелось ее поддержать и сделать хоть что-то, чтобы где-то у нее была главная роль. У нас тоже фильм ужасов, может так громко сказано, абсолютно независимо друг от друга мы сняли в одно время с точкой Г. Просто Аня G, извините. Спросила Аню, какой фильм ты хочешь? Она любит ужастики. Она попросила хоррор. Вот давайте спросим у нее, что она думает. Ну, я думаю, что... Я не знаю, как сказать, но... Тяжело было? Ну, нет, не тяжело. Было легко, но было страшно. Так, ну и мама, она была еще одной актрисой. Я снялась на обеде, пока кушала. Все. Приятного просмотра. Ничего себе, ты молодец. Так, чисто. Я еще пропылесосила. Ну, словно подменили. Спасибо, Игорь, за картину. Да. Следующая картина, которую мы хотим вам представить, называется она «Выбор», и ее снял Иван Семиклетов. Давайте поприветствуем его. Иван, вручаем тебе диплом участника. И его команда. Иван представляет картину команды. Я прошу выйти всех, кто участвовал в съемках этого фильма, чтобы все увидели, сколько их. И пока они спускаются, я хочу сказать, что несколько раз, когда начинал писать сценарий, зарекался, что сделай героями 2-3 человек. Ну, я думаю, я справился с этой задачей. И что самое интересное, во время съемок 2 человека не пришли по объективным причинам, но переносить уже не было выбора, поэтому мне пришлось их заменить и тоже попасть в кадр, хотя я изначально этого не планировал. И хочу сказать спасибо всем ребятам, которые помогли мне в этом. Хочу сказать спасибо нашему кинотеатру «Полярный» за то, что они предоставили оборудование. Нашей окружной больнице спасибо сказать за то, что предоставили помещения, в которых нам удалось снять. Ну и, конечно же, представить участников. Это звукорежиссер Иштыганов Дмитрий, оператор нашего фильма Баданов Игорь, но и также актеры, которые снялись, это Постнов Алексей, Широков Стас, Ахметьянов Фарид, Казакова Светлана, Казаков Александр, Меньшикова Елизавета, Нагаткин Станислав, Изюменко Владимир, Ковальчук Илья, Кристина Тимченко и Душенковская Юлия. Спасибо вам большое. На самом деле без них бы ничего не получилось, и фильм случился случайно. Так, спросите за тавтологию, потому что изначально это планировался фильм на реальных событиях, все зачеркнули, сказали, нам не нравится, они же и сказали. Пришлось снимать про трудности выбора. Я надеюсь, вам понравится.
Спасибо большое. Я надеюсь, ты не пройдешь просто мимо. Хотя, с другой стороны, оно тебе надо. Иван, мы благодарим тебя и всю твою команду за этот фильм. А сейчас мы подходим к финальной картине, которую мы показываем в финале нашего конкурса «Киновзлет». Я приглашаю к этой сцене автора фильма «Эргорон», 50 лет на сцене, Дмитрия Степченко. Мы приветствуем вас. Так, сегодня что я хотел сказать? На фестивале мы первый раз участвуем. Снимали мы фильм с Арсением Гусевым, с оператором. Многие, наверное, его знают. Но я не видел его сегодня в зале почему-то. Поэтому с сыном пришли представить этот фильм. Снимали мы его не для фестиваля. Это телевизионный формат. Немножко сейчас мы немножко поняли формат фестиваля, и в следующий раз будет полнометражное документальное кино уже в форматах вашего фестиваля. Я не буду рассказывать посыл этого фильма. Если он будет очевиден, значит, у нас все получилось. А так все ясно из названия. Спасибо. Спасибо. Приятного просмотра. К нам в поселок приехал ансамбль «Эргорон». И посмотрев его выступление, я настолько зажегся этой культурой. Вот так. Вот такой вот у нас конкурсный показ «Киновзлета». Мы на церемонии закрытия объявим победителя одного. Работы абсолютно разные. Мы сейчас будем смотреть фильмы, которые были сделаны в кинолаборатории, но перед этим все-таки давайте всех авторов «Киновзлета» поблагодарим за работу, за фильм. Две картины — это ужастики, и, может быть, вот эти самостоятельные фильмы «Киновзлета» говорят о том, что, может быть, когда разовьется кинематография на Чукотке, все будут говорить «Чукотка — край ужастиков». Но пускай эти ужастики будут тогда в кино. Вот. Переходим к кинолаборатории. Она для нас очень важна, и вообще, когда мы проводили самый первый такой фестиваль «Киновзлет», это было наше изначальное пожелание, чтобы была, всего доброго, чтобы была проведена кинолаборатория. И вот 2 года мы проводили ее, и в этом году вместе с нами 2 недели назад приехал режиссер, документалист, наш коллега, друг Владимир Марин, который... Спасибо тебе большое, Владимир. Человеческое большое спасибо. Я думаю, что ребята, участники кинолаборатории, тоже скажут слова благодарности. То есть, если не хотите, можете не говорить, я ни к чему не призываю, но я думаю, что они в любом случае скажут, потому что действительно Владимир проделал колоссальную работу за эти 2 недели. 3 фильма мы покажем по итогам как раз, и этим отчитаемся перед вами, перед нашими зрителями. Мы очень надеемся, что кино будет сниматься, развиваться, качество будет повышаться, и зрителей будет все больше и больше и больше. Для нас это целый праздник и достижение, что лаборатория прошла и что ты ее возглавлял. Я теперь передаю микрофон Владимиру, и он будет дальше вести нашу встречу. Спасибо тебе. Значит, если позволите, я оригинально начну. Есть такие стихи хорошие Пастернака. Значит, как они начинаются-то? Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют.
от шуток с этой подоплекой, Филипп, я подказался наотрез. Но начало было так далеко, так робок первый интерес, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Вот почему мы начали с этого, потому что основное, что было в нашей кинолаборатории, мы все искали, а где у нас искусство, а где вот почва, и будет ли у вас какая-то судьба дальнейшая. Значит, вот Пастернак вроде писал совсем о другом, но немножко и о нас тоже. Значит, у нас будет такая программа, что мы вручаем дипломы всем участникам лаборатории, потом мы смотрим фильмы, вы представляете эти фильмы, каждый из... У нас 3 группы, неравные по размеру, весовой категории, так сказать, и интеллекту. Вот. Потому что где-то больше людей, значит, интеллекта больше. Ну, мы так, да? Значит, где-то меньше людей, интеллекта тоже больше. Вот, поэтому неравные. А где-то я сам очень вкладывался и, так сказать, мешал ребятам. Поэтому все запутано. Будет 3 работы. 5 минут, 10 минут и 20 минут. Мы не нарочно так сделали. Это никакая не прогрессия геометрическая. Ну вот. А это... Или арифметическая. Кто там у нас сдавал недавно? ЕГЭ. Вот. А это просто так получилось. 3 работы. Но для того, чтобы поздравлять кого-то, мне нужны дипломы. Да. Ну, а тогда я буду еще разговаривать. Может, еще одно стихотворение? Еще одно стихотворение. Пожалуйста. Нет. Что ты своего? Это шутка. Филипп, я понял, что это шутка. Я предлагаю сделать, во-первых, так, чтобы мы сразу всех участников лаборатории поприветствовали, всем нам подняться на эту сцену, и мы сделаем сразу общую фотографию. Пока ребята будут подниматься, Оксана будет спускаться с дипломами. Просим вас на сцену, мы хотим вас увидеть, всех участников кинолаборатории. Вы такие красивые, нарядные пришли, это для вас большое событие, для нас тоже. Это праздник. Для нас тоже. С тобой сказали, тоже синхронно. А, тоже, да. Тоже. Вот видишь, все рассчитано. Все, секунда в секунду. Потому что одна 4 стиши я пропустил. Хорошо. Ребята, давайте смелее, в центр, встанем в один ряд, чтобы все попали в кадр к Вадиму, в объектив. Кстати, то, что они не очень хотят к тебе, Владимир, подходить, о чем-то говорит или не говорит? Они тебя боятся. Давайте я тогда вас тоже так пододвину. Так, хорошо? Я в центре должен быть? Пойдемте в центр. Есть ли место? Да. Ребят, мы вам аплодируем. У нас очень красивая, молодая, энергичная лаборатория. Было? Отлично. Владимир, ура! Я подаю, а ты... я буду всех просто называть, я потому что всех знаю практически. Да. Ну, кого знаю, а кого-то нет. Дай-ка мне, я буду сам читать. Можно? Только не спины. Хорошо, хорошо. И только без стихов. Я когда-то был в буддийском храме, там нельзя было к Будде поворачиваться спиной. Аркадий Макаров. Я буду здесь вот так стоять. Еще раз. Поздравляю, Аркадий. Надежда Рудот. Андрей Рентот. Не явился. Елена Маквищева. Вячеслав Мельвын.
Алина Старенко. Дмитрий Ештыганов. А потом отдашь. Анастасия Клочек. Да? Это же Клочек? Да. Раиса Щулу. Так, Андрей Мартынюк. Есть? Нету. Виктория Уварова. Анастасия Петрова. Елизавета Сазыкина. Диана Волохова. Александр Туникео. Евгения Эльтеникей. Значит, Борис Аттырахтын. Роман Тататай. Рома. Мария Кондакова. Лилия Ухман, это я знаю, что здесь. Лилия. Александр Куцкий. Уже представлен. Наконец-то вас будут снимать уже. Александр Казаков. Саша здесь? Вот. Светлана Казакова. Какое совпадение с фамилией. Так. Сергей Кавры. Руслан Монахов. Он, по-моему... здесь Руслан. Я думаю, что там. Поздравляем от Сидыша, да. Владимир Сертун. Ольга Анатольевна в зале? А почему? Она должна быть тоже здесь. Руководитель наших подопечных, наших ребят. Ну и вот. Ну что, от себя, да? Ура! Ребята поработали. Было непросто. А я никогда не знал, что вас столько. Когда вот мы же все как бы кучками собираемся, а вот тут на сцене, надо же, сколько у вас было интересных лиц, сколько придумано всего.
Поэтому, наверное, вы будете тоже немножко волноваться, когда будут показывать ваши работы на экране. А зрителей я прошу отнестись с пониманием, вниманием, любовью. У нас же как в лаборатории называется? Чукотка. Я тебя люблю. А давайте вот мы это скажем. Чукотка, я тебя люблю. Вот. И на этом мы закончим. Спасибо еще раз всем. Теперь мы будем, наверное, уже смотреть фильмы. И я буду вызывать каких-то авторов, прямо вот режиссеров, которые вы как-то представляли бы свои работы. И все-таки, несмотря на цинизм моих коллег, почва и судьба. Почва и судьба. И где искусство, где мы придумали, где мы, так сказать, у нас же документальная кинолаборатория, документальная. Мы изначально собрались для того, чтобы снимать документальное кино. А когда мы начали снимать документальное кино, оказалось, что даже в документе требуется какое-то внедрение, какое-то участие. Вот то, что сейчас увидите, это плод, естественно, размышлений, переживаний. И почему так пафосно я начал? Да потому что сейчас вот авторы подходят и говорят, а мы закончили монтировать в 6 утра. А другой говорит, а мы только что закончили монтировать. А я говорю, а я еще даже вот сейчас монтирую, потому что одна работа была на мне, и если у нас есть тут большой коллектив авторов, большой коллектив, но поскольку я не хочу никого из вас выделять, чтобы вы как-то между собой ссорились, первую работу я сам представляю. Потому что, значит, я все-таки ее монтировал в итоге. Но вы увидите небольшой труд огромного количества людей. И в титрах даже вы увидите, сколько там занято. Фильм 5 минут. И, наверное, лучше его посмотреть потом. И если потом у вас какие-то мысли, дорогие мои студенты, возникнут, и вы захотите искать, вы спокойно расскажете. А вот я хочу сказать, у нас будет... А никто не видел, кроме меня, это кино еще поэтому. Поэтому вы можете даже сказать, как оно получилось. Ну что, мы можем смотреть. Вождь Танитов кинулся к оленям, но Кунлелю поймал его оленей за ветвистые рога. Копье выпало из рук вождя, и Кунлелю пронзил его. Что, будете говорить про свою работу? Настя, ты скажешь слово? Алина, ты скажешь слово? Ярко. Видите, какие? Ольга Анатольевна, вот вы скажете. Можно, ребят, от вас, от всех сказать большое вам спасибо, уважаемые организаторы, уважаемые наши режиссеры, талантливые люди. Вы из наших студентов на сегодня сделали самых настоящих, не просто любителей кино, а вот таких творческих, таких замечательных людей. Потому что я была свидетелем и плохим полицейским, помните, да, я приглашала ребят. Да, а вы были добрым. Вы тем были человеком, когда, общаясь с детьми, я видела их глаза, я видела их желания, и я видела, как они к вам бежали с наших уроков. Неважно, что они не хотели сидеть на наших занятиях, но они хотели прикоснуться к вам, вот к вашей работе, к вашей творчеству. И я сейчас, правда говорю, они, конечно, стесняются, они еще только на пути, вот буквально на ступенечке. Но, пожалуйста, приезжайте к нам почаще. Если можно, мы вас уже ждем через полгода. Пожалуйста, приезжайте осенью. Правда, сделайте это фестиваль, чтобы он всегда у нас был, потому что нашим детям еще расти, 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 и уже на следующий раз они точно скажут вам слова благодарности. Спасибо вам большое. Спасибо. От всего нашего колледжа. Следующая работа, которая носит название «Чайка». И вот тут я попрошу выйти режиссера Лилию, которая представит свою работу. Потому что если... Я почему выступал за студентов? Потому что я монтировал это, а эту работу я не монтировал, я ее не видел. Я буду смотреть вместе со всеми. Поэтому, если... Я действительно злой полицейский. Так что я буду критически смотреть. Ой, ну, выдохнуть хочется. За 2 недели мы перестали спать, мы перестали есть, мы перестали приходить домой, на работу. Мы были полностью на кинолаборатории. Я не знаю, что сказать про нашу работу. Я хочу сказать, во-первых, спасибо еще раз Филиппу, еще раз Оксане, что фестиваль к нам пришел.
фестиваль к нам возвращается, и я очень верю и очень надеюсь, что он еще будет долго-долго жить и существовать. Отдельное спасибо за кинолабораторию. Так получилось, что я и в прошлом году участвовала, и в этом году участвовала. В прошлом году мы снимали игровое кино, в этом году документальное. Меня спрашивают, что легче, что сложнее. Не могу сказать. В прошлом году мы неделю, в этом году 2 недели. Вымотались мы в этом году больше, потому что 2 недели. Мне и так понравилось. И над игровым, и над документальным работать. Это совершенно разные 2 стихии. Еще один вопрос, который мне часто задают. Зачем тебе нужно вот это все? Зачем ты сюда ходишь? Зачем ты вычеркиваешь 2 недели жизни из своей жизни? Я хожу сюда в первую очередь учиться. И вот эта работа, то, что мы сделали, это такая, наверное, экзаменационная работа. Мы внимали, слушали каждое слово. Где-то мы шли через сопротивление, где-то мы были не согласны, но у нас был руководитель, которому мы не могли где-то сопротивляться и говорить, он нас приехал учить. И большое спасибо, что вы нас, я надеюсь, научили. И фильм, возможно, покажет, чему мы вас научились. Я не буду рассказывать, что мы хотели нашим фильмом показать. Я думаю, что вы посмотрите, и если вы поймете, то, значит, мы справились. Если нет, значит, вот так. Оператору нашего фильма Александру Гудскому. Я хочу сказать спасибо героям нашего фильма. Фильм документальный, но в нем есть герои. И как собачка не смогла прийти, так и наши чайки не смогли сюда сегодня залететь, но они там вокруг все тоже переживают. Поэтому вам всем спасибо. Спасибо, что пришли нас поддержать. Хорошо, что не пришел герой предыдущего фильма. Вот, смотрим. А вдруг со мной никто не хочет общаться? Потому что, допустим, у меня волосы не такие, как у всех. И что? По-моему, хорошая работа. Я ее видел, поэтому я вас поздравляю. Мне кажется, она очень душевная. Кстати, у нас есть группа, вы можете писать, и как вам понравилось, вообще все работы. Действительно, мне понравилось, очень хорошо, душевно. Еще раз говорю, что мы как бы работали вместе, то есть что-то придумывали, но конечный результат я не видел. Я что-то видел половинное. Следующую работу я вообще не видел. И даже название ее с трудом выучил, но оно очень хорошее название. И как говорили мне, и работа хорошая, и не могло быть иначе, потому что это зрелые, серьезные люди делали. Я вас прошу сказать немножко, Владимир Сертун, представит работу, которая была сделана. То есть немножко подтолкнули, а потом пошло, да? Работа была сделана, в принципе, вы задали вектор, направление, потому что, как я уже говорил, мы отталкивались от материала, который у нас уже имелся. Потому что другого не было, и команда наша была достаточно маленькой. Я, Сергей, с которым мы работаем уже много-много лет, работаем в «Медвежьем патруле», и это главная наша работа, когда мы с ним встречаемся, объезжая огромные расстояния для того, чтобы найти, обнаружить берлоги, и в берлогах, соответственно, медвежат, просчитать, сколько их в берлогах, если повезет, нет, значит, по следам. И эту работу мы по этой работе мы отчитываемся в фонд дикой природы для того, чтобы поддержку финансовую иметь для наших проектов, потому что тема очень серьезная, очень сложная, вернее не тема, а сама работа необходимая, поскольку все больше сейчас арктическое побережье посещается белыми медведями, и все ближе они к людям. И для того, чтобы устранить угрозу для людей, и устранить угрозу, в том числе для медведей, собственно, была Сергеем Ивановичем создана эта организация. Она теперь организация, потому что ранее работала инициатива, собственно, его была и локально, только в НКРМ, потом в Рыкайпе.
А сейчас это общественная организация, в которой, я думаю, что вот в ходе фильма мы еще нашли человека, который, наверное, посвятим сегодня, да, в член нашей организации. Это вот, ну, не стихийно, потому что я представлял, что он будет, потому что наблюдал давно за его работой. И, конечно, когда мы переворовали, для того, чтобы сделать фильм «Команду», подумалось, и, в общем, включили и не ошиблись. Фильм делался, ну, тут коллеги, наверное, понимают прекрасно, мы ревностно относились к тому, как они работали, это подстегивало, это давало стимулы, дополнительные чувства такого доброго соперничества. И, конечно же, все, в общем, помогали друг другу. Я огромное спасибо вам, Лилия, хочу сказать. И, конечно, вам вот за то направление, которое вы подсказали нам, потому что фильм приобрел, конечно же, совсем, и мы этого хотели, совсем иное звучание, другую атмосферу, мы этого добивались. И закончили его, ну, как, впрочем, наверное, многие закончили буквально сегодня. И мы сожалеем, что в титрах так мы скупы, потому что мы боялись уже точку поставить лишнюю, потому что в компьютер просто впадал в летаргический сон. Представляете, вот просто отказывался уже набранный материал приводить в какой-то порядок. И я склоняю голову перед терпением Руслана Монахова, который производил монтаж этого фильма, потому что мы просто выходили из комнаты с Сергеем, потому что и наше раздражение было столь велико, что, ну, думала, что мы просто не выдержим или не сдадимся, но просто что-то сделаем с аппаратурой. Но то, что случилось, в общем, фильм готов, это судить вам. Мы, ну, в общем, где-то довольны, да? Спасибо вам. Сергей Кавры, ежегодно проводит исследования на арктическом побережье по поиску берлог и подсчеты медвежат. Отлично. Ну что, и работает. В принципе, мы посмотрели. Мне очень хотелось бы, чтобы мы как-то обменялись впечатлениями, но формат, наверное, встречи не предусматривает вот общение. Но я предлагаю писать и обсуждать, потому что этого... А что, через год собираться? Потом собирать? Нет, ведь надо сейчас. Вот, поэтому надо как-то это все дело обсудить, обдумать. Есть о чем подумать. Большое спасибо авторам этого фильма. Серьезного, глубокого, который ставит... Ну, то есть все фильмы разные, еще раз говорю. Один фильм о чем-то, его такая небольшая зарисовка, второй фильм это вот для души, третий фильм это проблема. Вот так вот у нас. Я считаю, что наша лаборатория поработала отлично. Я всем ставлю пятерки, да? В том числе себе тоже. Спасибо большое. Все. Если слов скажет Филипп еще. Да, но на самом деле Руслан здесь... вот Руслан. Владимир, вот когда вы благодарили Руслана за терпение, за стойкость духа, нервов там и прочее, я сегодня утром, когда увидел Руслана, человека спокойного и легко воспринимающего, действительно, по его взгляду, я понял, что вы пережили за эту ночь очень много. Ты понял, почему я прочитал стихи вначале? Про судьбу и почву. Я шутейно прочитал, но действительно люди-то пережили. Да, поэтому вы... Сейчас, одну секундочку. Поэтому я благодарю Руслана, благодарю Сергея, благодарю вас, Владимир. Это действительно большая работа, проделана вами, качественно, всеми участниками нашей кинолаборатории. У кого-то это первые шаги в кино, у кого-то это не первый опыт такого визуального, аудиовизуального творчества. Поэтому самое главное, что это у всех не последний опыт. Я благодарю, Владимир, тебя, нижайший тебе поклон. И я благодарю всех нас, Владимир Васильевич. Мы заканчиваем уже, извините. Ну, одна реплика. Это обычно не одна реплика. Большое спасибо Владимиру. Для меня то, что вы нам рассказывали и готовили, прежде чем мы приступили к этому фильму, большая польза, для себя открыл много нового. И, конечно же, хочу много чего говорить, пообещал говорить коротко. Спасибо жене Руслана, которая нам помогала.
специально говорю о Ларисе Ивановне в последнюю очередь, самое почетное. Спасибо за Филиппа. И, конечно же, для меня был самый приятный один из вечерних звонков ко мне домой. Я услышал Ларису Ивановну, которая мне сказала: Сергей, ты должен участвовать в кинофестивале. Спасибо огромное. Вывод, который мы сделали за эту неделю, наверное, многие, но, по крайней мере, мы точно. Когда-то я думал, ну, собственно, не думал, это утверждение, что на самые-самые сложные профессии, наиболее стрессовые, это журналистика, это авиадиспетчеры. Но когда мы стали над фильмом, мы поняли, что работа кинематографиста в этом же ряду. Посмотрите. Спасибо. Я просто боялся, что фильм не допустят до премьеры, потому что в фильме демонстрируются первичные половые признаки. Простите. Все нормально. Спасибо большое, Руслан. Спасибо вам всем. А сейчас я должен сказать, что мы на этом заканчиваем и встречаемся в 17 часов. Это чуть меньше, чем через 2 часа. На церемонии закрытия, где мы узнаем всех победителей, наградим победителей программы «Киновзлет». Это сделает Владимир. И увидим картину «Последнее испытание». Спасибо, что пришли. До встречи.